Сегодня у нас очередная встреча в рамках проекта «Обсуждаем стереотипы истории». Проект организован Чувашской общественной организацией «Хавал». Сегодня у нас тема «Чувашская интеллигенция в начале 20 века». Была ли она? То есть этот вопрос очень интересный, потому что мы про эти годы практически ничего не знаем. Именно что было в Чувашской республике, что творилось, происходило, историю Чуваш этого периода. Потому что мы знаем, в школе проходили в основном историю России этих лет. Начало 20-го года, потом 17-е года, как раз когда была революция. Сегодня этот вопрос мы осветим. У нас в гостях Сергей Щербаков, он историк, кандидат исторических наук, так правильно? Да. Вот. В дальнейшем слово, наверное, ему предоставим. Спасибо. Тема, которую сегодня мы решили обсудить, очень интересная на самом деле. Но для людей, которые интересуются чувашской историей, конечно, для них вроде как бы не возникает вопроса, то, что чувашская интеллигенция была. У нас уже расхожая фраза есть, что чувашская интеллигенция начала 20 века. И, в принципе, у нас это неплохо вопрос описаны. Очень много работ у нас есть. Это Геннадия Александрова, очень много писал про чувашскую интеллигенцию. Алексей Леонтьев, редактор газеты «Хапар», тоже очень много вопросов посвящает. Поэтому тема как бы вроде уже она есть. Но мне хотелось бы взять эту тему не только в плане того, что наличие самой интеллигенции, а какая она была, интеллигенция. Интеллигенция сама по себе вообще, для того, чтобы понять вопрос, лучше вспомнить сначала, что такое себя представляет интеллигенция. Да? То есть по всем определениям это определенная интеллектуальная прослойка какого-либо общества, которое занимается, как правило, интеллектуальной работой, то есть которая необходима для деятельности общества. И если мы говорим о национальной интеллигенции, то уже подразумевается, что они не просто люди интеллектуалы, но которые свою интеллектуальную деятельность направляют на свою нацию. То есть, если мы говорим русская, она такая общероссийский вопрос решала, конечно, татарская интеллигенция, то есть она, которая вопрос решала именно своей татарской нации, чувашская интеллигенция и других стран. В России слово интеллигенция, она всегда подразумевалась такого какого-то несколько выше. Такая, у нее была традиционно с 19 века у интеллигенции такая мессианская задача по распространению вообще просвещения среди народа. И поэтому в России интеллигенция такая была не просто как социальная прослойка, занимаешься определенного рода деятельностью, но и такая прослойка, которая уже идеологически ведущая к свету, просвещению. Например, в Европе у них такая трактовка особо не практиковалась. У них до сих пор слово интеллигенция мало используется, а больше им нравится слово интеллектуалы. Да? В применительно к нашей теме мне больше тоже интеллигенция, а не после наших работ русских классиков, это Достоевского, Чехова, там тоже как раз про судьбу русской интеллигенции и других. Немножко другом так тяжело говорить, поэтому мне больше нравится такая интеллектуальная элита, то есть, которая существовала в те времена и которая строила определенные планы, проводила интеллектуальную работу по анализу прошедшего периода истории развития своего чувашского народа, нынешнего их состояния и рассмотрение перспектив на будущее. То есть вот эта интеллектуальная элита, которая занималась вот этим вопросом, то есть я их хотел бы им уделить сегодня внимание. Насчет, сразу такой вот хотелось бы вопрос поставить такой, а когда она появилась? То есть мы, конечно, рассматриваем сегодня 20 век, но некоторые вехи хотелось бы все-таки отразить. Потому что появилась ли она только в 20 веке, или она была раньше? Но интеллигенция чувашская, как и другая, она вполне развивалась в духе общероссийских тенденций. Наверное, вот когда у нас массовая интеллигенция в 19 веке в России появилась, других национальностей, татарская интеллигенция, чувашская, украинская, то есть определенная социальная прослойка. И она была в этом отношении вполне традиционная, но была своя определенная специфика. То есть, что для чувашской интеллигенции характерно, то, что она в течение длительного времени очень испытывала большой под собой прессинг, конечно, царской власти, царской идеологии самодержавия. Достаточно сказать, что до 1848 года чувашам и народцам Казанской губернии вообще было запрещено учиться в высших учебных заведениях. То есть поэтому говорить о том, что могла сформироваться своя национальная интеллигенция, было до этого времени сложно.
До этого люди, конечно, получали высшее образование, но, как правило, это были духовные семинарии, либо другие там учреждения, либо они это даже скрывали. То есть, например, в 18 веке, когда в первом потоке, когда открылся Казанский университет, был такой Вишневский, который скрывал то, что он чуваш, и потом уже, когда он уже человек зрелым стал, уже заместителем прокурора Казанской губернии, и там где-то какой-то вопрос это всплыло, там, да, на Синоде до него допытались, и он там признал, что он инородец по происхождению, чувашского происхождения. То есть специфика чувашской интеллектуальной прослойки, вот этой элиты, интеллигенции была в том, что они находились очень длительно в зависимом состоянии. Поэтому, конечно, не было таких вот интеллигентских традиций, каких была, например, у общероссийской, русской интеллигенции. То есть, где интеллигенты в 3 поколениях, там, да, вот все это достаточно, где они уже с детства воспитывались, уже перенимались, гувернеры у них были французы, англичане, которые принимали в себе там уже многие европейское образование уже с малых дней, там, которые у нас описано. Таких, конечно, было очень мало. Такой интеллектуальной элиты не было. Это было очень катастрофически мало. Но благодаря стараниям Ивана Яковлева из Симбирской чувашской школы определенная достаточно прослойка вышла. Кроме этого, еще была интеллигенция, которая училась не только в Симбирской школе. Симбирская школа, она была средняя, кстати, среднее специальное образование давала учительское. Но были другие учебные заведения. Казанский университет, Казанский учительский институт. В Москве учились, в Уфе учились. Вот, чтобы сразу немножко такой интересный факт, который тоже нашел работой в архиве. Сначала меня удивил, когда я читал протоколы Первого рабочего христианского съезда июня 18 года, протоколы работы съезда. Там выступали очень многие видные люди того времени. В частности, выступал депутат учредился Иван Васильев, который выступал с докладом по развитию потребительских коопераций среди чувашей. И вот он вначале говорит о необходимости создавания кооперации, он анализирует вообще историю прошлого. Иван Васильев вообще человек очень серьезный, образованный, и поэтому меня заинтересовали его слова. В частности, он сказал, что до революции 17 года в Российской империи среди инородцев, люди с высшим образованием, среди народцев с высшим образованием, чуваши занимали в Российской империи 2-е место после поляков. Да, интересно, да, такое сопоставление. Чувашей даже не с татарами сравнили. По численности сколько было чувашей и поляков? Ага, сейчас я тоже вот как раз, ну сначала, я такая сначала, подумал, может быть, он где-то опечатал, просто может, или стенографист не совсем верно мысль донес. Какого века, еще раз? Это в 1018 году, то есть он такую информацию сообщает. Тогда я не мог это проверить, как это можно проверить, это самое. Но, в принципе, потом все равно мысль из меня зацепилась, и периодически, когда появлялась возможность, то я пытался эту мысль проверить. И у нас, в частности, есть уже издание, вот, как сказал Геннадий Александрович Александров, занимался исследованием чувашской интеллигенции, образован в 90-х годах, он выпустил книгу «Чуваши в дореволюционных учебных заведениях». И здесь очень много биографий как раз людей, которые закончили высшее учебное заведение, среднеспециальное заведение, различные фотографии их. И вот он здесь сообщает в начале, что выявлено, то есть документально выявлено, что до 2017 года высшее учебное заведение из Чуваши закончило 50 человек. Это светские вузы и 18 человек духовные вузы. То есть духовной семинарии, академии, то есть не семинарии, академии. И здесь же пишет там то, что это далеко не полный список, потому что есть еще там другие наметки, там то, что можно еще дополнительно над этим работать. Да, то есть порядка около 70 человек, достоверно которые известно. Дальше потом мне встретился работа Никольского, нашего Николая Васильевича, тоже профессор, и в 2019 году он издал книгу «Основы инородческого просвещения», где рассуждает на тему на то, что могут ли инородцы, то есть нерусские народы Поволжья, способны ли они к образованию. Потому что в Российской империи такой вопрос еще такой, скажем так, это часто ставился под сомнение. Там, да? Он как раз сравнивает и приводит такие цифры, что к 2012 году в средних учебных заведениях чувашей
училось около 500 человек. В высших учебных заведениях около 100 человек. А здесь он дальше приводит другие еще сведения, сравнительный анализ, что к 2015 году в высших учебных заведениях государства обучалось мусульман 190, то есть статистика была, мусульман 190, и около 4000 мусульман в средних специальных заведениях. По количеству, конечно, больше, но здесь сразу сообщает, что мусульман имеется в виду, это все мусульманское население Российской империи, и здесь их количество 18 миллионов. Это то есть из 18... Кавказ, да, получается? Да, да, Средняя Азия, Поволжье, там как же это. То есть это все мусульмане вместе. И если сопоставить, то есть сделать по количеству, конечно, больше получается, да, что мусульман там как же это самое. Причем здесь не разделяют на татары, башкиры, там все остальные там как же. Кстати, вот в этом учебнике, в этом книге написано было, что в Казанском университете 92 мусульманина закончило. Но там опять тоже не разделяется на татар и башкир. Но если проводить пропорциональный анализ, то есть по количеству людей с высшим образованием на душу населения, что называется, то здесь уже достаточно высокие показатели. То есть можно уже замечать там, да. То есть если так примерно представить, что 190 мусульман, 18-миллионное население, это 1 к 100 тысячам с высшим образованием, ну приблизительно. А если Чувашия где-то 1,5 миллиона в то время было, и около 100 человек, это 1 к 15 тысяч. То есть, в принципе, возможно, все-таки Иван Васильев имел вот эти цифры, что, то есть, это на душу населения, то есть по количеству на душу населения. Ну, конечно, было бы неверно, если бы я не указал, что традиционно у нас известно, что вот с низшим образованием, то есть первоначальным образованием, было очень мало чувашей, конечно. Это порядка 20%, то есть всего населения имело грамотность. И вот Иван Васильев, он ставит на вопрос, а почему люди там как раз шли в высшее образование? И он дает такой ответ, что это получалось из-за очень большой бедности. То есть людям, если они получали образование, хотя бы первоначальное, потом среднее образование, то потом они уже, естественно, не хотели возвращаться в такое бедное состояние, каких они были в своих чувашских деревнях. То есть он как раз говорит о том, что очень большой бедности чувашского населения, потому что как раз вынужден ездить на промысловую работу, это работа на отхожий промысел. И поэтому для того, чтобы дальше выживать, развиваться, они как раз шли в высшее образование. Да, то есть вот такая форма, такая, наверное, была. Вот следующий вопрос, который хотелось бы затронуть, тоже малоизвестный. Благодаря на каких идеях эта чувашская молодежь и чувашская интеллигенция училась, то есть она развивалась. В начале 20 века, как известно, то есть работа тоже наших историков, которые освещают первые годы советской власти, когда вот революция 17 года произошла, то там многих удивляло, как быстро, энергично чувашская интеллигенция, нация, она быстро добилась очень больших результатов, в частности, выбор Всероссийского учредительного собрания в 17 году. Откуда появилось такое большое количество таких вот энергичных, деловых, достаточно развитых интеллигентов, национально ориентированных, которые смогли вести свой народ дальше? Об этом я еще поговорю, благодаря каким идеям. Потому что у нас в основном обсуждаются идеи, которые у нас в общественной мысли России того времени, это для чувашей характерно, что применительно, это православно-миссионерские идеи Ивана Яковлева. Да? На таких православно-миссионерских идеях, наверное, такую энергичную молодежь, национально ориентированную, не построишь, да? Потому что у него достаточно все сложно было, там, если помните, у него такая, как же, это тема отдельного разговора, там, что там было. Потом дальше считается, что у нас участвовали в политических событиях, то есть с партией СССР, чувашская интеллигенция активно сотрудничала с партией СССР. Но партия СССР не настолько была национально ориентирована, чтобы она и не ставила все задачи развивать чувашей. Откуда у них своя такая идея появилась? И вот если читаешь литературу и сталкиваешься, и убеждаешься, что на чувашскую молодежь начала 20 века оказала большое влияние либеральная идея Герберта Спенсера. Это того самого Герберта Спенсера, который, это английский философ, социолог, который считается основателем такого направления в социологии, как социал-дарвинизм.
Да, такое интересно. Чтобы лучше его представить, Герберт Спенсер, вот как раз он у меня с чем ассоциируется, если кто читал книгу Мартин Иден Джека Лондона, то из сюжета помню, там тоже, вот вкратце быстренько напомню, то есть обычный матрос, американец, молодой парень, малообразованный, влюбился в девушку образованную, она учительницей работала, или что там, или кем-то там, то есть такая образованная. И она посмеялась над его необразованностью, то есть как что он манеры не те, знаний мало у него, и он решил развить себя. И первое, с чего он сделал, это начал читать книги Герберта Спенсера. То есть как раз то, что вот, его идеи. Его идеи там пропагандируют о том, что надо делать самого себя. То есть никто за тебя это не сделает, и если у тебя будет, вот какие условия у тебя складывают, все трудности, они только закаляют. Это как вот теория естественного отбора среди животных, там, да, выживает сильнейший. То есть, если ты хочешь чего-то добиться, развивай себя, развивайся. И он начинает книги читать, языки изучать, сам вообще очень быстро развивается, становится интеллектуальным, уезжает в путешествия, возвращается, начинает книги писать, становится популярным писателем в Америке. И потом он встречается с этой девушкой и потом понимает, что он ее, в принципе, интеллектуально, морально даже перегнал. Она ему стала даже неинтересна в какой-то момент. Поэтому такой Герберт Спенсер. То есть, и то, что влияние Герберта Спенсера было на чувашскую молодежь, говорят все. В частности, тот же Иван Васильев, он постоянно, многие есть свидетельства о том, что он доказывал о том, что чувашам, прежде чем создавать свою республику, автономию, надо всем изучить вообще Герберта Спенсера. Никольский про Спенсера много пишет. Семен Николаев, тоже то, что он пишет, что когда они были молодыми, они конспектировали его работы, тоже оказало на них большое влияние. И многие другие. В чем особенность как раз Герберта Спенсера? Да, немножко, она отличается от наших вот этих самых традиционных социал-демократических, уж тем более православно-миссионерских идей. Это было типично либеральное. Он считал, он сам этнограф, социолог, считал, что есть два типа общества – военный и промышленный. Это военный тип общества, это где с помощью конфликтов, войн, насилия люди создают свои общества, которые добиваются своих определенных материальных, духовных благ, добиваются, да, но там начинается очень большая централизация власти, которая губит само по себе вот все эти дальнейшее развитие этого общества. То есть, если взять, например, тех же самых кочевников, то есть они потом, которые создали свою империю, но потом централизация власти, потом, по сути, на корню все это погибло. И для примера другие можно взять, наше милитаризированное тип общества, фашистской Германии или других, каких-то. Другой тип промышленный. Это путь как раз мирного развития, то, что и говорят, что это очень перспективный тип общества, потому что там есть возможность, они развивают в себе чувство конкурентности между собой. То есть в этом промышленном типе общества, то есть развиваются, они энергично развиваются, и поэтому у них есть возможность приспосабливаться под различные обстоятельства жизненные. То есть если народ окажется в сложных обстоятельствах, но он в себе выработает, то есть если насчет моральную, интеллектуальную работу над собой, то он это может добиться, это как животный естественный отбор. Если они пройдут этот отбор, то они становятся сильнее. Да? И поэтому вот эта идея, она была тоже, конечно, очень сильно, видать, как я потом в дальнейшем уже видно, что вот эта идея насчет того, что чувашской нации нужно, не надо сейчас бороться за большую централизацию власти, за какие-то преимущества военных обществ, да? А развивать в себе те основные направления, которые могут способствовать экономическому развитию, в первую очередь, а за ним и моральному, и духовному расцвету. И отсюда, как мне кажется, вот такая вот своеобразная чувашская риторика национальная, когда они вели диалог с государственной властью между собой, которую я называю догоняющая риторика. То есть они всегда говорят, что чувашская нация испытывала всегда большие затруднения, угнетения, и поэтому сейчас ей нужно развиться. То есть им не надо сейчас, если брать еще в первые годы советской власти, когда создавалась, они не говорили, нам не надо территориальную автономию, республику. Они даже отказывались, это когда такие свидетельства есть, что
это уже известные там, когда с Альмением или с другими, они отказывались, они говорили, что нам нужно сначала доразвиться до этого. И на съездах, когда читаешь протоколы различных выступлений, они, например, сравнивали, что большая шапка, это вот как раз вот из протоколов там 17 года, большая шапка на маленькой голове, говорит, сидеть не будет все равно. Да, можно создать свою республику, государство, территориальную автономию, но если мы к этому еще сами не готовы, то она, говорит, как же при первом ветре все равно сдует ее. Да? Мудрые мысли. То есть и всегда ставился вопрос, что и сейчас, кстати, до нынешнего времени, что надо чувашской интеллигенции, вообще народу развиваться интеллектуально, морально, физически. То есть вот это первейшая задача. А потом дальше уже сами добьются уже. Вот основная была идея, как его вела чувашская интеллигенция того времени. По поводу Герберта Спенсера, как все-таки проникли вот эти вот идеи вот именно в Чувашскую республику, так скажем? Или там в Казани кто учился, или как это вообще? А Спенсер был очень популярным среди вообще в России, да? В России, да. Его книги начали издаваться, первая книга в 1858 году вышла, то есть во второй половине 19 века. Очень большие тиражи в России у нас выходили. И вот, но у нас в советское время о нем воспоминания просто не сохранили. Потому что он не вписывался как же, в советскую классовую идею, там, как же, у нас же социал-демократические идеи, а он с Марксом оппонировал очень сильно, они разные совершенно были. Потом эсеровские, тоже они особо не любители. Это чисто, скажем так, вот, производство промышленников, то есть такие, да, знаете, предпринимателей. Кстати, вот я забыл сказать, что как раз, что Иван Васильев, когда говорил, что вот у нас вот такая интеллигенция, это бедная, но многочисленная, он подводил к тому, что нам нужно создавать материальную базу крепкую. И он там предлагал как раз создавать сеть кооперативов. То есть национальные кооперативы. Это, в первую очередь, нам нужно заниматься не политической властью, а вот создавать свою сеть кооперативов. То есть это в 2017 году такой вопрос ставился. И вот это, говорит, создаст уже материальную базу для того, чтобы были средства на и просвещение своего населения, да, и на поддержание, улучшение его физического состояния, материального, потому что жизнь очень была, это была плохая болезнь. И то есть на другие национальные проекты, чтобы были свои средства. Вот. Так что, да, какой-то вопрос был. Ну, в 2017 году уже создали автономию, значит, все-таки доросли до этого. Либо это уже были непоследователи Спенсера? В 18 нет, у нас автономная область появилась в 2020 году. Мне понравилась мысль одного марийского историка, профессора Снукова Константина Ивановича. И он, в частности, на моей защите такой сказал, что Мордвы Мордва создал свою автономию только в 30-х годах. И как раз вот среди как раз вот их ученых такое бытует мнение, что это и вот это обстоятельство, что достаточно поздно создали автономию, это сыграло очень большую положительную роль для Мордвы. Потому что за это время они успели, вот, начиная с уже 17 года до 30-х годов, развить и подготовить эту нацию. Мне кажется, без этого никакой разницы нет, хоть там в 20-м году создаешь автономию, хоть в 30-м. Нет, кадры надо развивать свои. Потому что одно дело просто, это же не сделаешь так, что теперь вот у вас, товарищ Мордва, вот вам ваша республика, вот ваш, вот как же это самое, вот ваш закон, да, все исполняйте. Это надо, чтобы кадры появятся, они годами, десятилетиями даже, чтобы сделать самостоятельные кадры нужно. То же самое, например, было на Украине, когда из России приезжали во время Советского Союза парторги с КПСС, и, в общем, управляли Украиной, и очень сильны были из-за этого волнения националистические, типа вот русские москали приехали, нами вот управляют. И то же самое, как так в Чувашии нет кадров, приехали бы, наверное, кто-нибудь из РСФСР, и стал бы тоже, ну... Да, конечно. Потом не понимающий, во-первых, специфики и функциональности Чувашии. Вот. Следующий вопрос, который хотел бы рассмотреть. А какие вообще проекты по как раз вот автономии того времени, какой тип автономизации? То есть на этих съездах, прям читаешь, когда я читал протоколы, то есть они даже сожалеют, что слишком все быстро развивается.
нам немножко бы притормозить, чтобы спокойно можно было развиваться, чтобы создать вот эти кооперативы, там, да, то есть мы будем свои литературы сами будем издавать, там, все это самое, то есть все это будет, там, как же это самое, но ситуация там менялась каждый день, в 2017 году, там, под конец 2017 года, там вообще же там переворот Октябрьский же произошел, и который все кардинально стал меняться, ситуация каждый день менялась, там, то есть и непонятно было, какая сторона победит. Поэтому нужно было задумываться об автономиях, то есть как же все-таки будем создавать их. Поэтому хотел, какие идеи, немножко посвятить вопросу, какие идеи. Ну, насчет автономизации начали вопросы появляться уже в начале 20 века, идея создания чувашской автономии. И она была в виде не территориальной автономии, как я уже много раз говорил, я всегда об этом говорю, а в виде культурной автономии. Что за эта идея? Культурная, то есть автономизация, то есть мы не создаем такую свою маленькую ограниченную, как сейчас, Чувашию, потому что вообще Чувашию, такую маленькую, это никто там даже серьезно это не относился вот, в нынешнем виде такой Чувашии, потому что это самоубийственный даже проект, потому что перенаселилось население, ресурсов нет, это то есть экономически вообще полный банкрот, да, это самое. А создавать в виде культурной автономии, то есть чтобы не территория фигурировала, а народ, нация определенная. То есть создать при государственных учреждениях свои национальные учреждения, которые бы защищали бы население, чувашское население, вне зависимости от того, где оно находится. Откуда, не буду сейчас подробно посвящать, может быть отдельно, может быть это было рассказать об этом. В своей книге я тоже об этом описываю, адресую. Эти идеи, конечно, откуда они появились? Это свои традиционные чувашские идеи. У меня целая глава есть, которую я разбираю. То есть предпосылки появления какой-то идеи культурной автономии, начиная с Казанского ханства. Дальше потом влияние Спенсера. Потому что, как я говорил, что вот эти культурные автономии как раз были очень как раз это удобны для того, чтобы вот здесь, вот прямо здесь и сейчас развивать. То есть много звездного неба не хватать. То есть подготовиться, а потом уже, само собой, если население станет уже образованно, грамотное, она сама все добьется, если будет демократически свободна. Повлиял на это австромарксистская идея, социал-демократическая идея. То есть марксисты, у них там было разделение на два больших направления, это австромарксисты и ленинская программа. Да? Ленинская программа как раз это было, в начале 20 века, в 1903 году, Ленин написал большие статьи пространные по национальному вопросу, и он доказывал, что надо создавать территориальную автономию, национально-территориальную автономию. Но он тогда уже оппонировал с австромарксистской, которая еще в конце 19 века сформулировала свою основную программу. Она, в частности, была названа Брюнская программа, которая была записана в Австро-Венгрии в 1899 году. Вот мне хотелось бы ее зачитать, потому что про нее, кстати, много говорят, но мне больших трудов доставил найти текст этой самой Брюнской программы, потому что советская историография очень ее не любила, потому что против Ленина там все выступало. Там 4 пункта. Это 1899 год, то есть Австро-Венгерская империя, такие же проблемы, как и для России. То есть очень многонациональное государство, через полосица, то есть Чехия, Венгрия, Словакия, потом опять Чехия, немцы, то есть вот такой винегрет такой территориальных земель. Как такими землями разделяться? Потому что создавать территориальную автономию, потому что сразу это начнется территориальные споры. Поэтому они пришли к такому выводу, что лучше сделать, не создавать территориальную автономию, а по-другому сделать. Вот я зачитаю. Ну, первый пункт, там, Австрия должна быть преобразована в демократическое союзное государство национальностей. Тогда еще напомню, это империя была, Австро-Венгерская империя. Второе. Вместо исторических коронных земель должны быть созданы национально ограниченные самоуправляющиеся корпорации, законодательство и управление которых должно находиться в руках национальных палат, избираемых на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права. Ну, корпорации это, ну, если для сравнения можно сказать, ну, в России вот земства же были же, или сельсоветы, например, сейчас, да, то есть не создавать, вот у нас, например, в Чувашии есть там ряд районов, свои сельские советы. То есть создавать, не выделять там какой-то район, там, татарский, мордовский, чувашский, да, а сделать мордовский сельсовет. Ну, например, вот сейчас, просто для того, чтобы понятно было. Вот они тогда тоже предлагали сделать там то, что было, просто он бы контролировал бы эти вопросы, вот данной конкретной территории, своя определенная корпорация. Причем
В нем есть мордовский, свой чешский отдел, немецкий отдел, словацкий отдел. Третий пункт. Все самоуправляющиеся области каждой нации образуют вместе единый национальный союз, пользующийся полной самостоятельностью в решении всех своих национальных дел. Права национальных меньшинств охраняются специальным законом, который должен быть установлен имперским правительством. То есть вот все эти корпорации, они потом вместе собирались, и уже столица какая Вена была, да, Австро-Венгрия, и уже в Вене будет, например, там как же свое подразделение, словацкое, чешское, немецкое, венгерское, то есть, да, то есть будут свои, там, как бы, свои отделы, которые будут разбираться, уже защищать права всех своих конкретных народов. Вот такая вот теория была. Для нас немножко сейчас это не совсем привычное, но в начале 20 века это была достаточно очень популярная идея. И программа «Культурная автономия», кстати говоря, она была очень популярна и в России. Партия эсеров тоже придерживалась, партия кадетов придерживалась тоже культурной автономии. Ну, кадеты, конечно, они уже не так придерживались, как эсеры, но большевики были против. Но в 17 году они победили, да, вы знаете. Дальше, потом есть свидетельство о том, что уже в 1905-1907 годах, нам Юман об этом часто сообщает, о том, что был такой проект создания как раз сети чувашских земств. То есть не надо бороться за большие автономии, там, за свои, там, то есть земства уже были по стране, в каждой губернии, в каждой уезде и волости, уезде. И просто надо добиться, там, чтобы путем как раз вот этого всеобщего равного тайного избирательного права в эти земские учреждения попадали чувашские работники. И они, соответственно, будут, естественно, уделять большое внимание тем чувашам, которые проживают на данной территории. То есть помогать им развивать экономически, физически, морально, интеллектуально. Но этот проект у нас потерпел поражение, в первую очередь, из-за царских репрессий. Потому что у нас тогда еще сильно увлекались политикой, знаете, да, в партии СССР, там, как же, Николай Фури, в частности, про которого тоже говорили, там, самый наш известный террорист, все российские известные, нет, он действительно интересно был, очень всероссийский известный был, потому что он же мало кто там как же отличился, там он же вице-губернатор Казанской губернии бомбу лично бросал. То есть у него авторитет был, он в исполнительный комитет партии, Всероссийской партии СССР входил, то есть он как же член исполкома там был, как же это в стране был очень авторитетный. И потом то, что у нас в 2017 году там была поддержка большая партии СССР, это как раз большая заслуга там, то, что вот Хури в свое время там делал. Ну, с одной стороны, это, конечно, сыграло бы эту положительную роль, но с другой стороны, из-за этой эсеровской работы, конечно, начались массовые репрессии. То есть царский режим быстро раздавил все это всех активистов, разогнал, с своих должностей поувольнял, да, просто учителей со школы выгоняли, это просто как же это самое реально увольняли за то, что они поддерживали там все это. Часть из них, там, как же Хури самого тоже арестовали, в ссылку сослали это на каторгу в Сибирь. Других кто-то там сбежал за границу. То есть это было подавлено. В 1917 году, после февральской революции, идею культурной автономии сначала начал выражать так массово это Союз мелких народностей Поволжья, Николай Васильевич Никольский, который у нас возглавлял. То есть они говорят, что тоже как раз вот по такому принципу, то прямо, конечно, об этом не писали, там, да, вот они, потому что это тоже было опасно в то время. Но фактически они вот как раз начинали, что у нас разные народы, чуваш, марейцы, мордва, татары, удмурты, поэтому надо им тоже заниматься просвещением, и поэтому в первую очередь надо культурно-просветительский аспект. То есть они не политические, там, как же, автономия, территориальная автономия, то есть, поэтому, потому что понимали трезво, что надо в первую очередь, если мы свое население разовьем, лет через 10 они сами добьются уже всего. То есть уже в демократическом мире там, все это уже будет возможно. В скорости появился у него другой оппонент, это Чувашское национальное общество у Союза мелких народностей Поволжья. И если этот союз начал образовываться в Казани, то есть Казань становился, Никольский же у нас с Казанью, то Чувашское национальное общество сначала появилось у нас в Симбирске, и они немножко конкурировали в то время. То есть стоял вопрос о том, кто будет решать, управлять, решать, Казань или Симбирск станет столицей, то есть где, откуда будет как же это самое, развиваться все это.
Но это противостояние очень быстро разрешилось. Чувашское национальное общество, оно пришло к компромиссу, что хотя там как же его поддерживала интеллигенция симбирская изначально, но все-таки она была перенесена в Казань, и Чувашское национальное общество стало лидирующее. То есть осенью 2017 года Чувашское национальное общество это была основная ведущая сила. То есть она... Но еще повлиял, почему Чувашское национальное общество стало преобладать, потому что между чувашами и марийцами, и удмуртами, то есть были некоторые принципиальные разногласия. Вот марийцы и удмурты, вот они всегда стремились к территориальной автономии. У них свои другие исторические предпосылки, свои особенности развития. Они там, чувашских там убеждают, надо культурную создавать, сначала первую очередь посвящать, а они говорят, нет, мы хотим территориальную автономию свою. Но это отдельный вопрос, это может быть отдельно каким-нибудь это нужно посвятить. Просто дальнейшее развитие. То есть, как интеллигент. То есть с Чувашским национальным обществом стала вокруг нее группироваться основная интеллигенция. То есть, но потом Октябрьская революция внесла другие изменения. И в первую очередь из-за того, что Чувашское национальное общество Октябрьскую революцию и большевистский переворот она не поддержала. То есть она стала активно выступать против. Хотя Чувашское национальное общество, кстати говоря, нужно сказать, что в 2017 году Чувашское национальное общество добилось колоссальных результатов. То есть она развернула массовую агитационную работу за то, чтобы на выборах во Всероссийское учительное собрание все чуваши голосовали за чувашский избирательный список. И это надо учитывать, что с ними работали не только тянитам, да, с ними работали и эсеры, тоже, чтобы они голосовали за эсеровский список. Ну, большевистский там, конечно, среди чувашских крестьян это шансов не имел, но эсеры, чувашский список, он стал из 11 организаций, которые участвовали в выборах, он второе место по численности. По Казанской губернии в учительном собрании было проведено 3 депутата, это очень много. И по Симбирской губернии еще Юман и Титов тоже вошли от Симбирской губернии. И в будущем Всероссийское учительное собрание предполагало, что будет 5 чувашских депутатов. Они хотели создать свою фракцию чувашскую. Учительное собрание позиционировалось как будущий парламент страны, это избранники народа. То есть в будущем парламенте предполагалось, что будет своя чувашская фракция, которая будет защищать интересы всех чувашей. То есть большие колоссальные результаты, по сути, там, да, но они быстро были нивелированы Октябрьским переворотом. Потому что, как известно, большевики учительное собрание разогнали. Да, и дальнейшее уже вот эти 5 депутатов-учредительниц оказались в таком неловком положении. По сути, у них есть... Они народом избранные, да, то есть у них статус очень высокий, а советская власть их не признает. И в то время начинается у чувашской интеллигенции раскол. Не по политическому этому принципу, а по-другому немножко. Вот кто поддержал советскую власть, с кем можно было сотрудничать, это военная организация. Потому что большевики интеллигентов вообще принципиально, знаете, у них было особое отношение к интеллигенции. Да, то есть они, это очень, скажем так, да. Но вот солдатские, пожалуйста. То есть военные учреждения солдатские имели большие перспективы в диалоге с советской властью. И поэтому начали создаваться чувашские национальные военные комитеты, полковые, потом как же это самое, армейские, дивизионные, там как же это самое, губернские, и по военно-окружные, Казанского военного округа, 11 губерний туда входила, территория большая. В декабре 2017 года появляется Чувашский военно-окружной комитет, Казанский военно-окружной комитет, это 11 губерний туда входило. И так получилось, что как бы у этих военных подразделений стало инициатива и право, возможностей стало больше. Если вот эти депутаты-учредиловцы, да, они находятся в оппозиционных отношениях, Алюнов, там, в частности, вообще там агрессивно, помните, ну, если кто читал, там, выступал против советской власти, там, как же все ждал, что она там наконец-то быстрее, чтобы она рухнула. Там, да. Иван Васильев тоже не признал. У нас есть такие документы, которые там что говорят о том, что они очень они, кстати, участвовали в этом попытке эсеровского переворота в начале 2018 года, который по стране.
планировалось привести Борис Самиков, который организовывал, они тоже у нас диалог там вели. То есть они были против советской власти. А вот военные учреждения стали, ну почему? Они, то есть, они не из-за того, что так презирали своих интеллигентов, а из-за того, что просто, если ты хочешь реализовывать свои национальные проекты, на это нужны средства. Проект Аленова, там, да, вот это ЧНО, они пытались создать общенациональный фонд. Но в январе 2018 года Совнарком в ЦИК издал постановление о том, что если какая-то общественная организация будет пытаться брать на себя полномочия государственных, она автоматически объявляется контрреволюционной. А сбор денежных средств, помимо государства, всякие национальные фонды, то есть она быстро классифицировалась как контрреволюционное действие. И поэтому Чувашское национальное общество, когда продолжало все это делать, она очень быстро такой статус получала. А вот эти военные комитеты Чувашские национальные, они как раз имели возможность получать из бюджета средства, то есть они уже, авторитет был большой национальным движением, и поэтому они научились эффективно истребовать из губернских касс, то есть на национально нужны это финансы. И губернские учреждения советские их активно поддерживали. То есть фактически из-за этого пошел раскол. Если интеллигенция Чувашского национального общества по сути ничего не может сделать, если даже она и для того, чтобы чего-то добиться, ей нужно провести общенациональный съезд, да, чтобы получить свои средства. Если она это будет делать самостоятельно, она может опять попасть там, в категорию контрреволюционных организаций. Таких организаций, кстати, было много. Это и татарский меджлис там тоже это самое. Он стал проводить, продолжал, его же насильственно разогнали как контрреволюционный. И башкирское свое правительство собирали, советская власть все равно их разогнала. То есть, и поэтому она, если бы она стала бы создавать Чувашское национальное общество, такой всероссийский съезд, то быстро это уже... А еще при отсутствии больших средств, то есть средств не хватало, там, потому что несопоставимо же у нас, бедное же население же было. Хотя у нас пытался собирать, это самое, как же, фонд, я как-нибудь отдельно все-таки расскажу, как что в 2017 году, это как раз с Чебоксарским советом было, вот дело Кадыкова, там, да, когда мы там контрибуцию на чувашское христианство наложили, там, да, а они деньги собирали, хотели как раз в Чувашский национальный фонд передать, а Чебоксарский совет взял и под себя все подмял. И потом военные подразделения сюда присылались, чувашские подразделения. Тут конфликт интересный был, значимый. Вот. То есть очень сложно, да? то есть начали размежевываться. А вот военные подразделения там, да, уже спонсировались, и поэтому вот уже военно-окружной комитет в январе 2018 года провел Всероссийский Чувашский военный съезд. И где там уже, там, да, уже раскол с интеллигенцией, тем более интеллигенция стала придерживаться как раз против советской власти, очень много выступать там как раз. А вот это военные, это, конечно, не солдат в первую очередь, это, кстати говоря, те же самые же интеллигенции, по сути, только погону. Юман, кстати говоря, был тогда прапорщиком еще. То есть он, как же это самое, например, Петров Юман. Ильмень недавно демобилизовался, да. То есть многие, Александр Краснов, он еще тогда был, числился как военный тоже, как же просто инвалид войны. То есть они, многие военные там были. Была война мировая, и очень много интеллигенции было признано. Ну, кстати говоря, Юман сообщает такую интересную цифру, что в царской армии в годы Первой мировой войны было порядка 1000 чувашских офицеров. Это тоже это вопрос о численности интеллигенции. Тогда, конечно, офицеры, они были в основном прапорщики, это, то есть как раз попали люди и с высшим образованием, и со среднеспециальным, то есть сюда забирали, это, конечно, это самое, на офицерские должности. Это насчет численности. Так что это немало, это достаточно большое количество было. И поэтому у них пошел такой раскол. Пытались найти компромисс, создать такой совместный орган, такой интеллигентно-военный. То есть интеллигенция и военный. То есть Асл-Канаш его назвали там, да. Но фактически у военных было все преимущество и поддержки советской власти, поэтому они быстро под себя все это как же захватили власть в свои руки. Вот газету Хапар изъяли у Чувашского национального общества. Это событие известно, наверное, там, да, вот, про это много говорят. Там. В феврале 2018 года они насильственно просто приехали, у интеллигентов, наших ЧНО забрало просто вот это, все типографские аппаратуру, то есть, и начали издавать газету «Канаш». То есть такой раскол, интеллигенция из-за этого обиделась. То есть, как бы, но еще, к чести сказать, наша интеллигенция того времени, она была достаточно дружная. Даже несмотря на такие большие политические разногласия,
они искали компромиссы для того, чтобы создать такую совместные организации, для того, чтобы можно было эффективно решать это многие вопросы по культурному развитию, то есть создание этой культурной автономии. И военные, конечно, тоже шли на это то, что Юман, Лукьянов, Краснов, военные, они шли, но они были вынуждены считаться с требованиями советских губернских учреждений. У тех были свои условия. А условия были те, что никаких правых эсер. То есть прям требования там было, там как что-то самое. И поэтому, но они всячески пытались, все равно обходили, там, летом 2017 года провели совместный съезд, хотя там как же он, это самое, ой, тоже интересно, 2018 год, тема отдельный вообще разговор, там столько много интересного, как они, вот съезд по сути был общенациональный, но для того, чтобы советская власть к ним не придирался, они взяли и назвали первый рабочий-крестьянский. То есть там выступали ярые такие эти правые эсеры, там как же это самая интеллигенция такая, да, но зато красиво назывался рабочий крестьянский съезд. То есть союз еще такой более-менее был, но окончательно все это разорвало, конечно, события августа 2018 года, когда Казань была захвачена эсеровской армией, Народная армия Самарского Комуча, то есть которые эсеры создали свое правительство, комитет членов учредительного собрания. Камуч, Самарский Камуч, он назывался. Армия была своя, народная армия. Капель как раз, там, как раз был активным работником. Они очень эффективно захватили Симбирск, потом Казань за это 5 августа они захватили. И многие недовольны советской властью, чувашская интеллигенция пошла в лагерь этого Комуча. И поэтому, что интересно, вот как я сам предполагаю, что наша вот эта левая интеллигенция, военные тоже, которые с советской властью сотрудничали, они готовы были тоже с этим Комучем связаться, но просто Комуч занял такую непримиримую позицию к левым. Все, кто с советской властью смешался, они начинают подвергать репрессиям. И сами оттолкнули их от себя, чем, как же это самое, сильно надорвали потом дальнейшее развитие. А потом они захватили Казань, а через месяц Красная Армия захватила. И получается, все, которые поддерживали вот этот самый Камуч эсеровский, ушла вместе с ними на восток. Планировали вернуться, но потом уже не вернулись. Отдельно хотелось бы, конечно, рассказать про комиссариат по чувашским делам, про создание чувашского отдела, тоже в контексте, но сейчас уже, наверное, уже этим вопросом уже, наверное, не будем много уделять внимания тогда. Но в условиях советской власти, то есть в 2018 году, хотели создать такую же новую сеть. Сначала комиссариат по чувашским делам. То есть в Казанский комиссариат, то есть это Казанский комиссариат стал таким центром, экстерриториальным центром всех чувашей. То есть в каждой губернии создавать подотделы этого комиссариата. И этот комиссариат фактически как свое чувашское правительство, по сути, был, потому что спектр его вопросов был очень высокий. Там и военные, и административные, и просветительские, там и медицинские, санитарные, там чего только нету. То есть все вопросы, связанные с национальной жизнью, жизнью вообще общества, там, да, общества, она в себя это хотела взять под свой контроль. Но вопрос стоял, насколько их признает советская власть, центральная советская власть. Местно регионально Казанская их признала. А вот насколько признает и центральное правительство, об этом я в прошлый раз разговаривал, как раз, когда вот Ильмени послали, да, в 2018 году для того, чтобы он со Сталиным договорился о том, чтобы этот комиссариат признали всероссийским центром всех чувашей. Но Сталин, он тоже человек, конечно, он сказал, хорошо, я признаю, но не Казанский комиссариат, а при своем наркомнате создам чувашский отдел. То есть это, конечно, тоже успех был для чувашей, конечно, половинчатый успех, но тем не менее он очень сильно дал толчок для дальнейшего развития, но и ограничил. И советская власть взяла под свой контроль этот вопрос, конечно. И очень жесткие условия, тоже драматично развивалось. В 2018 году, там, вот как раз начинается в 2018 году, уже осенью, в октябре месяце, когда уже Красная Армия освободила Казань от Народной армии Комуча. И вот эти все чувашские деятели, они все массово вынуждены были вступать в партию большевиков. То есть прям целыми списками эти документы сохранились, они там десятками там просто записывались, там как раз 3-4 октября вот, дату массового записывания, то есть Ильмень, там все это, и все остальные, они массово записывались в партию большевиков. Что можно сказать, что до октября 2018 года чувашских деятелей национального движения большевиков не было.
То есть как раз в октябре 2018 года начался этот процесс. Да. И вот эти чувашские коммунисты, как они стали себя потом в дальнейшем уже называть, чувашские коммунисты, вошли в состав части чувашской интеллигенции тоже в оппозиционные отношения. Потому что часть, которая ушла, это одна часть ушла там, да, но еще много уж осталось, очень много. А те не хотели с ними сотрудничать. Потому что вот эта интеллигенция, которая антисоветски настроена, антибольшевистски точнее настроена, точнее это могу сказать, проэсеровски или как там по-другому, там национально была еще настроена, она фактически саботировала многие действия чувашских коммунистов. Почему? Потому что они, во-первых, ждали прихода, возвращения белой армии, как же это самое, что советскую власть все-таки свернут в 18 году, в 19 там Колчак начал в марте 19 года уже наступать, ждали все прихода Колчака. И интеллигенция, конечно, она достаточно многочисленная, она фактически отказывалась работать в этих учреждениях, которые создавал Еремин своим чувашским отделом. Даже когда началось наступление, колчаковская армия, то многие просто бежали своих ответственных, которые уже работали, они просто убегали. Вот в частности, такая ключевая фигура, там, как же это самое, не буду фамилию называть, это самое, я не знаю, это, как, он был заведующим отдела культуры просвещения чувашского отдела, то есть это культура просвещения, это же живой вопрос, да, это самое. В апреле 2019 года, то есть это самое, он там как же под видом, что у него там мать заболела в районе, там, да, из Казани уехал и не вернулся. То есть, говорит, я на 2 недели съезжу, говорит, там, как же, потом телеграмм посылают, верните, пускай вернется. Ну, явно сбежал. И такое массовое бегство началось. Вот меня задавали первоначально там то, что вопрос, говорят, что у нас, говорили, интеллигенции не хватало. У чувашских коммунистов была действительно проблема. Потому что она не могла заставить вот этих чувашских интеллигентов, кто антибольшевистски настроен, работать в своих учреждениях. То есть она фактически-то была, но она не хотела сотрудничать. И они вопрос ставили о том, что много раз оставили, там даже переставили в правительство о принудительном, это даже все в революционном порядке же решалось. То есть о принудительной мобилизации интеллигентных сил чувашских. То есть их там переписать и обязать. То есть это самое все, строим колонны, и также это самое в учреждениях работать. Но все равно заставляли там как же это самое. Но тем не менее все равно этот как же вопрос очень тяжело был, это развивался, потому что, ну, наверное, у нас такой менталитет чувашский, там у нас активно сразу тебе не вступает, но по возможности пассивное сопротивление оказывают. То есть саботажа было очень много. И это было особенно проявилось, когда начали формировать уже новый проект, уже чувашской трудовой коммуны в 2020 году. Потому что если, я в прошлый раз рассказывал, да, что у нас хотели не создать не вот эту трудовую коммуну вот, в пределах нашей нынешней Чувашии, а хотели создать вот как в Брюнской программе, помните, я говорил, что это сеть вот этих всех этих корпоративов, то есть вот эти трудовые коммуны по всему Поволжью, Уралу, вплоть до Тобольской, там, да, это самое, в Ивановской губернии, там, как же это самое, то есть, смотрите, какой разброс, да, то есть вы хотели создавать вот эти трудовые коммуны, и чтобы это самое, им там судили. Следующая причина, это не только там, в отношении советской власти, там еще была другая сакраментальная та самая причина, которая постоянно стала у нас роковой, и сейчас для нас это актуально, это противостояние между Казанским и Симбирским. Потому что Еремин, он аккумулировал как же, силы такие, которые были связаны с казанским проектом, то есть чтобы Казань стал. Не зря, кстати говоря, центром, если посмотреть, почитать положение о трудовой коммуне, он там пишет, что столицей предлагаем сделать город Казань. Либо Чебоксары или Канаш. Там так написано. То есть там у нас там может пишет, что предлагают там Канаш там сделать, там, да? То есть, так вот, то есть давайте пока сделаем город Казань. И это, почему, кстати, на Канаш это самое? А потому что это очень Симбирским не нравилось. А Канаш это был компромиссный вариант. То есть ни вашим, ни нашим сделаем отдельно тогда, как же это самый центр. То есть по такому принципу. То есть это самое у нас создавалось. Да? И вот это противостояние в 2020 году выразилось в том, что вот эта интеллигенция, она в основном, они выходцы из Симбирской школы, и они поддерживают как раз идею, ну и уроженцы Симбирской губернии, большинство из них, и они поддерживают идею о том, чтобы все-таки Яковлевский проект, то, что Симбирск должен стать культурной столицей всех чувашей. И поэтому они, да, реально, я приводил факты, да, то, что как раз я там зачитывал
про Ильмень, когда мы разговаривали, что как это самое, Симбирский подотдел Чувашского отдела, он отказался работать просто, они там не работали, потому что были против. Потому что, как это самое, то есть вот этот, вот, кстати говоря, тоже задавался вопрос, да, вот у меня вот, знаменитая фраза Ильменя в июне 2020 года, когда Ленин сказал, давайте сделаем республику. Вот у нас там бытует, как же, у нас, к сожалению, нет стенограммы документальной, как все на самом деле все это происходило. У нас фактически есть только один источник, откуда все это идет, рассказы самого Ильменя. То есть даже не сам Ильмень это описывает эту встречу, а то, что как его записал вот эту встречу в 60-х годах его секретарь Архип Лукин. И потом уже опираясь вот на это самое, как раз это воспроизвел уже Василий Алексеев в своей знаменитой книге там, про образование, воспоминания, там, да, которые у нас часто цитируются, там, вся эта драматургия. Не знаю, как на самом деле сложно сказать, потому что я говорю, у нас фактически один источник, как происходил разговор с Лениным, насколько он полностью воспроизведен и вообще насколько он, потому что... А что все-таки он там сказал? Я не знаю, там как же это самое... в книге там имеется, пишется, что давайте дадим республику, а он как отвечает? А он отвечает, там, да, он-то даже хотел же давать, он хотел же трудовую коммуну сделать, и Ленин говорит, ну как бы у нас, у Алексеева там то, что мы читаем. Он говорит, а давайте тогда республику сразу. Он говорит, ну это у нас понятие буржуазные, отжившие, да и работников у нас столько не хватит, знаешь, чтобы с ней там как же это самое управляться с этой республикой. И сейчас многие не могут простить Ильменю вот эту фразу, там, да, что это самое, как же, то, что, мол, у нас там как же мало таких своих толковых работников, которые могут управлять этой республикой. Ну, как я в прошлый раз говорил, он это сделал, сказал, из политических соображений, он же политиком уже был, не из-за того, что он просто, он был сторонником трудовой коммуны. А Ленин говорит, а давайте другой совершенно сделаем. Да? Политику он же прямо уже никогда не скажет, да? Он всегда начинает находить, во-первых, какие-то свои причины. Ну, чтобы сказать, там, что не хотим мы так, не хотим, там, да, повод, там, да, это самое. Потом дальше, это о чем еще говорил? Потому что не хотели территориальную тогда автономию, там, да, это самое, хотели сидеть трудовую коммуну. И еще как раз он то, что отображал действительно проблему, не то, что рабочих кадров не хватало, а то, что многие работники не поддерживали ильменевский проект, интеллигенция. То есть он на них надеяться не мог. То есть он поэтому другим методом предлагал там все это сделать. Кажется. Вот. Можно сразу спросить, потому что здесь часто упоминалось имя Иван Васильев. Кто это, что за личность? Потому что я не сведущий, но тем не менее. Очень интересная фигура. Очень спасибо за... Нет, ну... Ой, у меня буря эмоций сразу прошла, потому что у нас вообще по 2017 году в основном всегда вот описывают деятельность Гавриила Алюнова и Семена Николаева. Да? То есть как такие ведущие стержневые фигуры чувашского национального движения того времени, которые добились больших результатов. Они люди видные, авторитетные, в возрасте уже были, ну, в смысле в зрелом возрасте. И всегда, и, к сожалению, у нас вот Иван Васильевич совершенно недооценен. Как же, вот Арсений Зоркин, когда еще в 90-х годах вот писал про биографию, он тоже видать, чувствовал, что Иван Васильевич гораздо большую роль сыграл, чем у нас вообще, как же это там освещено. Ну, там, это, как же, он был, во-первых, молодой, ему всего лишь 20 с небольшим, или даже, по-моему, 20 лет было всего лишь. Но в 17 году он сыграл вообще, можно сказать, вот то, что я говорил, уже для больших успехов добились. Стал центральной фигурой. Потому что Гавриил Алюнов, он был в то время тоже прапорщиком и Ярославской губернии. То есть он вообще здесь у нас в Казани и Поволжье в течение 17 года было раза 3 или 4. И то приезжал, забирал на себя мандат какой-нибудь там представительский, уезжал. Да? Семен Николаев тоже фигура была очень интересная, но он всегда, он по натуре не лидер, он хороший был всегда, вот, знаете, такой серый кардинал, который это самое пишет, там, он был всегда хорошим секретарем, в хорошем смысле, то есть он хорошо вел дела, документацию, но оратором он был не особо, он хорошо писал, но не особо хорошо выступал, и тем более он тоже был
поручиком, у него повыше было звание, тоже был армейский, и он тоже не мог участвовать в национальной жизни в 1917 году. И всю основную тяжесть тащил Иван Васильев. То есть он газету «Хэпар», редактором был в течение 1917 года, он занимался избирательной кампанией, то есть это подготовка там, то есть делегатов, то есть, чтобы по всем уездам властям рассылать агитаторов, чтобы голосовали за чувашский список на выборах. И как вот Семен Николаев про него говорит, он великолепно эту работу организовал, поэтому такая работа была. Потом занимался организацией съездов. Осенью 2017 года у нас сентябрьский съезд еще был такой всероссийский. Потом активно участвовал в политической жизни. То есть на себе фактически всю основную тяжесть тащил вот Иван Васильев, конечно, да, это самое. Поэтому личность очень, скажем так, интересная. И вот как раз он был как раз вот убежденным таким сторонником Спенсера. Да, вот, он, кстати говоря, вот его в чем особенность, он никогда не учился в симбирской школе, и вот эта традиция Ивана Яковлева для него это, то есть они не были. То есть он типичный такого либерального, демократического такого плана человек, который все это нас двигал. Но когда произошла Октябрьская революция, он как говорил, что он большевиков не признал, да, активно выступал, и на всех съездах против большевиков там выступал. И когда Казань, Самарский Комыш захватил, он там сохранился в своей книге, я там даже эту фразу специально на обложке разместил, там, да, он там рассылает по уездам, там, как же это самое, о том, что надо собирать опять потребительский кооператив, вот этот самый, который, да, теперь мы создаем, и там снизу такая надпись «Большевистская власть свергнута», то есть он такой, как же это прям долгожданный, там, да. Но потом, в дальнейшем, большевики вернулись, и он уже был вынужден вместе с остальными эмигрировать, уехал в Сибирь. Конкретно его судьба нам неизвестна, что с ним дальнейшее было. Но известно, что в 30-х годах или в 20-х годах он все-таки где-то на Новосибирске или где-то в других местах, он работал в советских учреждениях, но потом был репрессирован. Вот недавно я нашел там как сведения о том, что сейчас у нас общество «Мемориал» выкладывает информацию о репрессированных, и нашел наконец-то документальное подтверждение, что он в 1938 году был повторно репрессирован, это в Казахстан сослан, ему там дали 8 лет в 1938 году. Судьба неизвестна, кстати говоря. Там. Он ведь мог эти 8 лет отсидеть, и, как же это самое, и выйти, это самое, либо что-то, ну, фигура очень интересная. А он где родился, откуда был родом? Анаткас Турунова. Чебоксарский район. Да. То есть личность очень интересная, там, да, ну, как бы он в тени Алюнова и Николаева, там, да, но он сыграл очень большую роль. Угу. Так, вот что еще хотел бы мне рассказать это самое? Еще какие вопросы есть? У нас была интеллигенция какая-то, в общем-то, достаточно значительная, то есть мы как из сегодняшнего разговора понимаем, что она не совсем, практически не поддержала советскую власть, и, конечно, из-за этого она была сильно пострадала, да, по-своему. Вот, но если мы в самом начале нашего разговора говорили о каких-то традициях, были ли какие-то традиции и у чувашской интеллигенции, и если уж как-то так связать с настоящим, прослеживается какая-то нить вот этих традиций или нет? Или это не совсем? Конечно, тогда все надорвали же. Все, 30-е годы они отрезали все полностью. То есть в 20-х годах уже начался, уже к 20-му году этот разрыв уже прозвучал. И даже с образованием Чувашской автономной области эта интеллигенция очень неохотно поддерживала, там все это участвовала, все это. Они вплоть до 30-х годов свой Сибирск пытались дальше там, как же, свой там держать. Это как же проблема такая продолжала. Вот тоже подготовил. В 22 году вышла книга Григория Иванова, в Казани в 22 году вышла, «Пролетарская борьба и чувашская интеллигенция», где он пишет, что чувашская интеллигенция в революционных событиях 17 году вообще вот, в советской власти, показал себя очень плохой. Он прям пишет, что после свержения Керенского, буржуазной коалиции, наша интеллигенция приняла позу кислой ворчливой бабушки, и это продолжалось приблизительно до занятия чехами Казани. Ну, это в 18 году.
активно критикует Ивана Яковлева, да, там то, что как раз вот все это. А потом напоминает, что как раз когда Чехия, ну, сама народная армия, там Чехословацкий корпус же там, да, это самое, да, ведущая боевой силой, поэтому Чехия там используется обычно там, да, но это фактически СССРская армия это была, то 70-80, вот на такую цифру указывают, 70-80 чувашских школ уезда были закрыты, потому что эти интеллигенты, учителя, вот эти самые, перешли на сторону вот этого Комуча и потом в дальнейшем Колчака. То есть порядка 80 школ было закрыто, потому что учителя... 80% или как? Нет, из этажа. То есть Колчак был наш военачальник. Да, и тоже там, как же это самое... Нет, там Колчака это как собирательная фигура, потому что там и это эсеровский Комуч, в первую очередь, имеется в виду. Там тоже известно, например, что в это время 60 чувашских офицеров собралось с Чебоксарского уезда и образовали там чувашскую роту, в этой народной армии Самарского Комуча. То есть своя чувашская рота была. И вот они потом дальше, и в 20-х годах, не зря же в 22 году про это напоминают. И он такой делает в конце выводов. Чувашской трудовой массе наша интеллигенция бесполезна. Она уж сошла с арены политической жизни, раз не хочет ассимилироваться с идеологией социальной революции. Потом он пишет такой вывод. Образуется новая интеллигенция из среды бедного трудящегося народа. Вот она, безусловно, сыграет руководящую роль в истории возрождающегося чувашского трудового народа, возрождения чувашского трудового народа. То есть вот эта преемственность, конечно, она была все подобно. То есть уже советская власть начала формировать качественно иную интеллигенцию, построенную уже по другим принципам, по своим традициям. И о тех традициях нам только очень мало сведений сохранилось. Слава богу, вот кто-то что-то писал, там, да, вот по крупицам собираем. А все-таки по поводу термина, как бы, ну, сейчас, наверное, принят термин для обозначения этих вот людей обычно не интеллигенция употребляют, а там какая-то там политическая элита или интеллектуальная элита. Ну да, вот, наверное, так, да, потому что интеллигенция как раз ассоциируется вот с такими там бородатыми старичками в очках. Ну, там и бородатые старички, и в очках тоже такие тоже были, и их немало было. Ну, имеется в виду именно какой-то ученый, там, вот, поэты, там, писатели, ну, слово интеллигенция, например, ассоциируется. Значит, ну, были, а в чем вопрос? ну, вот имелось в виду, что термин, как бы, не вопрос, а вообще по поводу терминологии. Дополнение. Да, то есть сейчас, наверное, употребляется другой термин для обозначения вот этих вот людей. А есть ли какой-то, я не знаю, ну, может быть, или книга, или еще какой-нибудь документ, который так или иначе вкратце описывал бы вот те вот основные, я не знаю, может быть, в энциклопедии где-то это указано, вот все эти имена, Иван Васильев, Семен Николаев, ну, какая-то краткая информация о них или еще что-то где-то это можно найти более подробно, кроме вот так же по крупицам собирать, да, может быть есть смысл, я не знаю, это как идея, может быть в интернете сейчас все-таки интернет-пространство имеет огромное значение, если в интернете сделать такую энциклопедию этих героев, или чувашской, хоть там краткая биография, фотография, ну, или в Википедии пусть это будет, ну не знаю, что-то. Надо, конечно, делать, да. Да, то есть, этим у нас действительно реально никто особо не занимается, потому что в Википедии, почему надо заполнять все это, кто-то немножко заполнил, есть там кто-то заполнил, Плотников, наверное, там старался, или кто там еще. Нет, ну там есть группа ребят, да, там разные люди. Сейчас но гораздо больше. А насчет книги, есть замечательная книга, вот, недавно выпустил, года 2 тому назад, Алексей Леонтьев, «Хэпар», книга толстая. То есть он очень много там как раз вот материала, конечно, очень много там собрано, там и про, вот он по крупицам, человек, конечно, очень молодец, творческий, интересный, прям вот действительно это кропотливо собирал в течение многих десятилетий. Вот это у нас такой материал есть. Но я, конечно, со своей точки зрения хотел бы немножко его книгу эту усовершенствовать, то есть как же немножко дальше надо, потому что у него такой как накопительный материал такой собран, ну, надо дальше ее разрабатывать и, в принципе, чтобы сделать ее более доступной, честно говоря, потому что она достаточно очень толстая и, ну, есть над чем поработать. Если мы говорим об интеллигенции начала 20 века, конечно, здесь говорилось уже несколько раз, но тем не менее, каких-то несколько основных штрихов того периода, да, то есть чем характерных штрихов для этой интеллигенции, как ее можно было описать, да, то есть, если можно такой вот сделать, да, то есть...
Я понял, да, хороший вопрос, да. Ну, надо сразу сказать, что там было сразу, у нас есть там два таких больших лагеря, если это национальная интеллигенция. Это Яковлевская группа Ивана Яковлева. То есть сам Иван Яковлев уже тогда был пожилой, он сам активно уже не участвовал. Но его духовные наследники, то есть они занимали выжидательную позицию, то есть они не торопились. Вот они как раз говорят, что надо просвещаться, развиваться, как же это самое. То есть в политике работать, участвовать не надо. Но вот, особенно среди духовенства. Вот Даниил Филимонов, в частности, один из таких вот, хоть и священник, там, да, это самое, но интеллигентно образованный человек был. Вот очень много там писал, поэтому как раз выражает там, это мнение, такую позицию. Но была и другая, молодая, энергичная, очень деловая, которая пыталась участвовать в этих революционных событиях, в политической жизни. Вот это Хури, Алюнов, Николаев, Иван Васильев, Гермоген Титов, это депутат учредительного собрания. Агафья Гаврилова, какая наша у нас замечательная, там, как же дети, вот тоже ведь и мало внимания уделяет. Станял, например, много рассказывает, там, да, а ведь у нас тоже про нее мало информации, хотя можем, она же у нас, по сути, она написала книгу «Женщина-гражданка», и это вопрос уже феминистический, о равенстве чувашских женщин, то есть она целую брошюру по этому поводу написала. Да, то есть вот сейчас из этих слов как бы понятно, что одна была как бы более такие старинные традиции, ну, выражала Яковлевская школа, если так можно сказать, или Симбирская, да, школа, но вместе с тем Казанская, она более революционная, более такая демократическая, энергичная, да, была. То есть, в принципе, это все-таки, наверное, ну, как бы две школы, одна просто старая, другая более молодая, то есть, можно так сказать, или все-таки... А в чем вообще специфика Яковлевской школы? Расскажите. Специфика какой? Яковлевская. Да, потому что все время Ну, опора на духовенство, я так понимаю, да? То есть, в принципе... православное миссионерство, да? Это православие, самодержавие, народность, да, правильно это А как они в революцию вошли? Вот вы про революционный труп рассказали, что они активно с РФ. Как вошли в революцию? Эта группа. Яковлевская. Как зашли? Они не признали ее. Ну, также тихонько молчали. Они не молчали, они и ждали, то есть помогали. То есть Симбирская, если вы знаете, она была взята без боя фактически. То есть почему она взяла без боя, то что они, по крайней мере, такую работу провели среди населения, что они... Казань потому что пытался сопротивляться в 18 году. А то, что Симбирск сдался, это как же туда вошли, капели свои войска, там торжественным маршем они туда вошли, это был захват города. Это, то есть, пришла колонна, представляете, да, как захват города происходил, пришла колонна, там несколько сотен вот этих солдат, там, да, офицеров, в основном из офицеров, и они просто, вот, как же, там не было захвата такого, просто они по главной улице пришли, вот установилась новая власть. И то, что вот так вот бескровно практически Симбирск перешел на сторону, это говорит о том, что вот эта сибирская интеллигенция, она была, конечно, уже изначально подготовлена. На сторону белых, да, получается, или как там, эсеров? Да. А Юман, там, Петров Юман стал бургомистром в Симбирска. Это в этом они, получается, как бы, ну, друг другом, их, скажем так, революционный процесс их сблизил, эти две группы, или нет? То есть они, получается, как бы те и те против большевиков были, они между собой как сблизились по результату? Потом, нет, казанские военные, там, вот казанские, они потом быстро, как раз военные организации там взяли на себе главенство. То есть это Казань, она там вот это военных, военную интеллигенцию, то есть офицеров под себя потянула. То есть, а военные, как я сказал, уже сотрудничали с советской властью. То есть они не сотрудничали, они, как сказать, признавали советскую власть, и, когда выражаясь в те времена, стояли на платформе советской власти. То есть они себя советскими не считали, там, да, это самое. То есть мы считали, что мы на платформе, то есть разделяем некоторые, то есть убеждения. Ну, как-то вот так. Все-таки же была какая-то национальная идея, как у Яковлевской, скажем так, национальная в плане развития чувашского народа, так и у либерально-демократической, скажем так, школы. Да. И у всех, у других, у них были все-таки общие, но... Развитие интеллектуально-образовательное. Поэтому, в этом отношении Яковлев там тоже Спенсера читал, потому что не все разделял там, да. Поэтому он говорил, что вот многие критикуют его
С Яковлевым это большой, там долго надо объяснить предысторию этого вопроса, чтобы понять Яковлева. Это, его так с двух слов не поймешь, вот так, это самое очень противоречивое. Надо взять события середины 19 века, даже Афганистан туда надо вообще туда это подключить. Туда, как То есть Афганистан и Яковлев есть имеется, много общих сторон, есть. Это Мили про это писал, кстати говоря, это не я, это не я сделал. И это Прокопьев Мили там был же у нас такой шутитель, тоже интересно, он про это писал там, как то, что события в Афганистане 19 века повлияли на то, что Ильминский все-таки обеспокоился. Ладно, это один вопрос. Так, вопрос у нас был. Что их объединяло? Нет, национальная идея какая была? Что их объединяло? Это как раз вот то, что развиваться интеллектуально. Ну и все на этом ограничились, что ли? То есть создавать Что они школы. Как они вообще Россию видят? Вот это Россия. развивается. Нет, подожди, сейчас Россия это отдельно. Россию они видели, то есть вот это уже демократия. Иван Яковлев в эти вопросы вообще не лез. Да. А я да, нет, ему тогда уже было под 70 лет, что ли. То есть он, действительно, старый уже человек там был. Куда он там политику-то есть? Со своими монархическими взглядами. Со своим там самодержавием. Да, народности. Да. А вот эти молодые, энергичные, они видели как союз, демократический союз различных национальностей. И причем не российский, а мировой союз. Вот, кстати говоря, интересный вопрос, потому что они вот изначально еще до революции, и в годы революции, в первые годы, и 20-е, и 30-е годы, 30-е годы уже поменьше, в 20-е годы активно вопрос стоялся о том, что все-таки у нас будет, что Чувашия себя старается позиционировать не равноправно не только на всероссийском уровне, а на мировом уровне. То есть вот изначально чувствуется вот вектор такого направления на мировое признание. У них там такой был очень сильно выражен, за это потом репрессировали. Это кого это как раз казанскую школу? Это про всех. Потом уже, наверное, не да, было. Да. Яковлев у нас, знаете, он там из Англии там тоже сотрудничал, то есть он и в мировом пространстве уважаемый человек, в европейском пространстве такой был. И в чем это выражалось, это позиционирование такое, то, что тогда же предполагалось, у этих чувашских коммунистов, советской власти, там предполагалось, что будет мировая революция, пролетарская революция, и будет как просто союз мировой различных народов. И поэтому их задача, вот когда случится мировая революция, чтобы мы были экономически развиты, интеллектуально подготовлены, да, материально объяснить, то есть к этому надо стараться. В первую очередь школа. Поэтому у них всегда, у нас всегда говорят, что у нас не хватает проблем со школами, поэтому они потому что считали, что в первую очередь надо сосредоточить свое образование, внимание на школу, причем с национальным образованием. Не насчет того, чтобы там 1, 2, 3 считать научить там складывать. Просто не образовательная, а вот именно национальная школа. Это очень важный аспект. Не просто школа, а вот именно национальная школа. Буквально национальная такая, националистическая, что ли? Нет, зачем националистическая? Немножко. Националистическая, у нас сейчас уже слово национализм, словом шовинизм это уже, это самое там, да. Поэтому давайте слово националистическое не будем сейчас. А вот национально, то, что, по крайней мере, то, что, это, во-первых, преподавание вести на своем национальном языке. Да? Изучать историю внимательно, этнографию внимательно, музыкальные традиции, там, да, материальную культуру, там, да, то есть, и для того, чтобы потом подготовить, и чтобы на мировом уровне, когда в 20-х годах, вот у нас тоже очень внимание там была в Париже, всемирная выставка, у нас же тоже активно готовились. И там, чтобы в Париже, там, да, в Москве там тоже была всемирная выставка, там, да, чтобы такие бренды, чтобы чувашка вышивка, тоже очень много выделяли, там, чтобы она же чтобы узнаваемая такая была на всем мировом пространстве. То есть в газете там писал, чтобы мы, как там была фраза, вместе с персидскими коврами, там что-то еще там остальным, там, чтобы чувашка вышивка там тоже была узнаваема во всем мире, там, да, то есть персидские ковры, что-то еще там такое было. То есть вот такая направленность на мировую. В 2020 году еще автономия еще не образована. Ильмень пишет статью в английскую газету о том, что, то есть, то есть для английского читателя рассказывает, что за есть такая чувашская нация, как она там имеет древние корни, там, да, и как борется за равноправие, как она добивается, вот сейчас она добилась, вот, и англичанам чего советует,
освободиться от А своих статья бывших. это сохранилась, то есть ее как бы прочитать, там, публиковать? Да, в архиве есть. Нет, А я просто опубликовано? опубликована, я не знаю, она была опубликована. Я просто видал, как же это самое, то, что когда с архивами работал, то есть как же сам текст у меня есть, да, то есть как же, если интересно, вот выложить где-нибудь его. Ну, там, Интересно, ВКонтакте конечно. сфоткать и выложить. То есть она там, в принципе, риторика-то обычная, но как На же это каком самое языке там написана статья? на Вот насчет русском. этих- На русском. Ну, а в смысле, в английской газете на русском? Да. А как В же? английской газете на русском? Почему? Нет, ну он готов на русский, но может быть потом переводили на английский. А, да. ну, Он подготовил статью. то есть это не сама статья, а то, что подготовлено Да, на да, русском да, было? То есть не по-чувашски даже писал? Он по-чувашски писал, почему нет? Нет, вот это эта статья. Почему нет? Переводчика с чувашского не было, наверное, на русском. Нет, почему на чувашском не написал, а с чувашского на английский не перевели? Нет, ну тогда... Сразу на английском не написал. Другой вопрос. Ну, английский был тогда, Как китайский сейчас для тебя. да, не такой востребованный, скажем так. Тогда был французский, интеллигенция пользовалась французским языком, немецким еще. Но английский не был такой, как сейчас. Вот. Так что очень много интересного, это очень большие пласты у нас еще лежат в архиве, там это надо все это, информация многочисленная, надо еще и осмысливать ее. Надо работать. У меня вопрос еще был. Вот, а как так вот получилось, что вот мы как бы знаем, да, что, в принципе, скажем, мы сказали, что как бы условно консервативная была традиция в чувашской интеллигенции, либерально-демократическая. А как так получилось, что, скажем так, марксистскую традицию не переняли, потому что, скажем, Сталин, грузин, например, был, да, там поляк, евреи были, скажем, увлекались. Ну, тот же Ленин, который из Казани выгнали, кстати. Как так получилось, что на чувашскую почву она не легла? Почему? Марксизм, Да, социал-демократия. А очень просто, потому что, согласно этому марксизму, там ведущая сила – это пролетариат. Ну, Рабочий класс. понятно, но грузин, Сталин, как бы, скажем, не сам. Нет, он, кстати, сапожником был, он крестьянином не был, там, Ну, как же это сам, сын сапожника был, и это священником там, да. Ну, Сталин не из-за своего социального происхождения стал такой, он просто... Ну вот я и говорю, да. на самом деле же не связано ведь социальное происхождение. О, нет, Ленин связано, дворянин, очень сильно был. связано. Очень Ленин сильно дворянин, связано. например, был. Ну, Нет, он, да, дворянин-то был, ну, просто у нас тут дворян-то практически не было, Иван Яковлев дворянство дали, а дворян больше не было вот здесь. ну нехорошо, они, скажем так, были знакомы с этими с трудами, раз они интеллигенты, то есть они Лениным? даже были... Нет, ну, скажем, конечно, конечно. научные, Тоже вот как раз, если описывать, Семен Николаев в своих воспоминаниях пишет, когда они еще в период Первой русской революции, то есть ему там говорит, вот эти, разговаривал он с Алюновым. Они, говорит, обсуждали, и Алюнов там, говорит, высказывает, там, как же это самое, и Семен Николаев, он теоретически подготовлен. Слышь, говорит, а ты вообще-то, говорит, не эсеровские вещи говоришь, а социал-демократические, марксистские там вещи там говоришь, да, по сути, ты же марксист, социал-демократ. А он такой говорит, ну, да, конечно, но в нашей христианской среде меня просто не поймут, поэтому я все-таки с эсерами дружу. То есть по духу, то есть понимающих социал-демократию, конечно, интеллектуально перевалить они не могли ее, но они все равно, то есть это к тому, что они были способны ее воспринять. Но того, что она насколько была востребована, она потому что, нет, еще мало того, что она поддерживала рабочий класс, а дело в том, что там вопрос стоял о том, что крестьянство считалось неполноценным. Вот в чем проблема. То есть ведущие силы – это рабочий класс, а крестьяне – это недоразвитые мелкобуржуазные элементы. Это, несмотря на такую позицию, это все-таки меньшевики более в этом плане крестьян так относились. Ленин все-таки немножко сложнее появится. Потому что Россия вся крестьянская была. Большевики, да, кстати, как Ленин понимал, что они немножко как бы Россия крестьянская, и без них там они революцию не сделают. И, скажем, это меньшевистская позиция, что крестьяне второй сорт. Нет, ну как же это Они же не против меньшевиков выступали, они против большевиков именно. Нет, я имел в виду не про Ленина, конечно, когда большевики там, да. Вот Ленин как раз вот крестьян, вот он хотел сделать эту смычку там, да. Это же в 17 году же, еще в середине 17 года, там же они там стояли, что заводы рабочим, все там, вся власть советом, как же трудящиеся, как же это самое, трудящиеся, это самое, как же отряд ведущей силы. А Ленин что сказал тогда? Сказал, земля крестьянам. И еще не понравилось. И всем это не понравилось. Это не понравилось не эсерам, они говорили, что начали упрекать Ленина, что там он у них там лозунг украл, там, да, чтобы привлечь к себе крестьян, там из популистских соображений его упрекали. Но он не понравился своим большевикам.
Потому что ты зачем ты нам меняешь вообще всю идеологию? Потому что у марксистов там, конечно, было очень... Ленин сам, это христиан, конечно, да, из крестьянского региона вышел, там, да, преимущественно. То есть он нужды националов, крестьян хорошо понимал, да. Но основная масса идеологов, вот уж Троцкий, по крайней мере, он крестьян не любил, это точно. Но мы сейчас же нет, вопрос же не к любви, а вот именно к отношению. Вот, ну, предположим, скажем, национальная интеллигенция чувашская, она вот революцию произошла, она же по-прежнему оставалась на тех же позициях, несмотря на то, что большевики как бы вроде как крестьянам землю обещали дать. Почему она по-прежнему оставалась на антибольшевистских позициях? Только за счет того, что их из учредиловки прогнали? Часть, да. А другая часть почему тогда? Нет, а другая, нет, там пошли на сотрудничество с властью. То есть вот этот самый же, даже Юман, который потом все, он пошел на сотрудничество с советской властью. Ну кто-то же был, например, сейчас вот. Вот Краснов очень пошел. Вот, а кто у нас вообще вот тоже недооцененная фигура, вот я говорю про Ивана Васильева, там, да, Александр Краснов. Вот он, по сути, сделал так, чтобы как же, чувашское национальное движение как-то подружить с советской властью. Если бы он эту работу бы не сделал бы в свое время, вот если бы не обладал бы этим авторитетом, а у него просто, когда октябрьские события в 17 году в Петрограде брали же Зимний дворец, схожая ситуация была в Казани же, там тоже как же брали там власть, там же там бои там развязали же там, да, и там получается вот эти, как сказать, антисоветский переворот хотели там сделать, то есть как взять, как диктатуру установить, там это все советы разогнать. И ввели свои вот эти войска в Казани, то есть они хотели там захватить, там Грайсиса арестовали, там как раз председатель революционного комитета, там других там начали арестовывать, там, да, и вот этих кадетов они там ввели, там, как же, там, чтобы они там вот этот Кремль там захватили. А Краснов, у него как раз были чувашские эти солдаты, это в Кремле там развернул, и он вывел своих солдат, я не знаю, там они в боях участвовали, не участвовали с кадетами, но то, что сам факт того, что он вывел противостоять этому перевороту антисоветскому, это 24 октября 2017 года, как раз когда в Петрограде брали Зимний, в Казани тоже интересные события происходили. То есть он оказал большое участие в событиях революционных. И поэтому вот то, что советская власть утвердилась. И поэтому у него был такой мирный диалог с советской властью. И благодаря этому вообще наладились отношения, и в дальнейшем появился какая-то мостик взаимоотношений. Иначе просто всех бы разогнали бы, да, как же это самое, никакой дружбы не получилось, он все-таки мостик накинул, там, как же советская власть. Но потом, как же, почему его самого забыли, потому что он сам был не большевиком, он левым эсером был. Они там блокировались с большевиками. А летом 2018 года он начал активно выступать против большевиков, прям в прессе, за что потом все, его списали из списков. Вот, ладно, Ильмень, порой остался. Да, я ответил на вопрос. Сейчас даже тоже кто-то в «Справедливую Россию» сначала, потом в «Единую Россию» перешел, потом в ЛДПР перешел. Тогда люди гораздо более гейны, чем так, сейчас. Сейчас по конъюнктурным соображениям, тогда все-таки люди, наверное, они как бы горели всем этим, они... Тогда все конкретнее там было. Там, если там чуть не так, тебя к стенке ставили. Это сейчас тебе тут. Да. Или голодать, или к стенке. То есть выбирать. Тогда даже если они, скажем, были против большевиков, то они гейны. Если сейчас человеку денег дать, он сегодня против коммунистов, завтра за коммунистов им денег дать. Ну там действительно реально. Качество людей совершенно другое. Там реально противостояние разных систем было, поэтому они там все от души там сражались. Но то, что изначально там это, не хотели с большевиками, это как раз дружили, это да, это факт. И то, что помог наладить отношения, как раз вот уже Ильмень, Коричев. Вот Ильмень, потому что он уже съездил в Москву, дружбу навел со Сталином, что все-таки даже при советской власти можно сделать. То есть он нашел хороший ход идеологический. Кстати говоря, в прошлый раз меня спросили как раз насчет того, что какие там уже они с Юманом придумали интересный очень такой идеологический финт. Если у марксистов, большевиков вся власть пролетариата, да, то есть у рабочих, они начали идеологически доказывать, и Ильмень, сначала Юман, а потом Ильмень продолжил традицию, то, что чувашский народ, он по своей сути является полупролетарским. Потому что из-за массового обнищания мелкобуржуазная их идеология, собственно, как же психология как бы уже была изжита, а то, что рабочим, они потому что сейчас ездили на кожепромыслы, шабаш какой-то сейчас по-нашему называется там, да, и поэтому у них появился пролетарский менталитет, психология. То есть они попытались очень удобно вписаться вот, в большевистскую как раз эту структуру, там, да, это самое, насчет того, что
Потому что по-большевистски там, да, там не один Ленин только рулил, там, это все руководил такими вопросами, там решал. Но другие там тоже. Они все-таки христиан не признавали. Это их пролетариат должен вести. А Юман сначала, потом Ельменин, потом это развил, что мы полупролетарии уже, то есть мы уже право имеющие, то есть мы уже как бы прошли уже классово дозрелые до этого, до социалистической революции. Там все не просто так, да. Грамотно подошли. И благодаря этому вообще там у нас что-то, смогли мы создать вот эту автономию. Потому что благодаря вот этой гениальной риторике, которую они так выработали, там, да, вот, по-другому не назовешь, потому что это, сейчас я заканчиваю уже, они смогли дальше уже аккумулировать свои силы, показали пример и другим народам, да, в частности и марийцам, как же это самое. Еще один маленький нюанс такой, извините, там еще 2 минуты. Когда решался вопрос насчет трудовой коммуны в 2020 году на Всероссийском съезде чувашских коммунистов, и это февраль 2020 года, и они там тоже такой интересный вопрос подняли. Я тоже хотел сегодня про это сказать, насчет интеллигенции. У них там вопрос такой был поднят. Там вопрос стоял, что татары хотят создать татаро-башкирскую республику. И вот они там тоже как раз по этому поводу высказывались, там, да, и вот у нас кто там, Краснов, по-моему, да, или кто там другой, там это высказался, там такую мысль, что в принципе, вот смотрите, как же это самое, татары ведь как же хотят создать свою республику, там, да, а ведь по сути у них своих кадров не хватает, они же к нам постоянно за кадрами обращаются. То есть у нас кадров, там, как же это самое, в следующий раз я найду это место, там, как же процитирую, что у нас есть хорошие, достаточно развитые кадры для трудовой коммуны, но не для ленинского проекта с республикой на территории 3 уездов, если они с этим согласны. То есть у нас кадры были. Сегодня в гостях у нас был Сергей Щербаков, кандидат исторических наук. Сегодня обсудили стереотипы истории и все-таки пришли к выводу, что чувашская интеллигенция была. Если будет. Спасибо. Да.